Это знаменитый Моссовет. Именно здесь расположен целый квартал обменных пунктов. Его еще называют центром обменного бизнеса, где определяется курс валюты. Больше всего денег крутится именно в этом районе. Сюда постоянно приезжают крупные клиенты, потому что уверены, что здесь всегда есть в наличии деньги. На Моссовете и дешевле покупать, и любой объем денег можно поменять. Это то место, где сходятся покупатели и продавцы валюты. Моссовет выполняет роль посредника. В то время, как вы помните, были проблемы с российским рублем, когда курс российского рубля падал до 80 рублей за $1. Были проблемы у наших соседей в Казахстане. На фоне всего этого, когда один из банков так неправильный, казначей из одного из банков поставил неправильный курс, что население может подумать? Значит, эти товарищи чуть больше нас знают, значит, они что-то знают, поэтому все это началось тоже у нас. Изменение курса должно определяться рыночными методами, например, давлением на курс валюты в обменных пунктах. Одной из задач Нацбанка является сглаживание валютных колебаний. Финансовый регулятор страны может только сглаживать резкие колебания курса интервенциями на рынке, но не вмешиваться. Конечно, могут быть там какие-то краткосрочные колебания. Это рынок, это то, что мы выбрали как основу для нашей экономики. Кыргызский сом остается стабильным по сравнению с валютой других соседних стран. Все это благодаря тому, что Кыргызстан выбрал плавающий режим курса нацвалюты еще почти с самого начала, что позволяет республике более гибче подходить к разного рода денежным шокам. Как вы знаете, совсем практически недавно в Казахстане перешли от фиксированного режима к плавающему режиму. После перехода в течение буквально нескольких дней курс тенге по отношению к доллару США, скажем, упал со 180, грубо говоря, до 350-360. Национальный банк вовремя отреагировал, применил все имеющиеся в наличии инструменты денежной кредитной политики, в том числе и валютные интервенции. И мы не допустили такого же резкого обесценения. С момента введения национальной валюты сом изменился примерно в 16 раз. Звучит, конечно, как большая цифра, но в то же время мы должны понимать, что основное, так скажем, изменение курса произошло в первые годы введения национальной валюты. Пришлось на годы перехода с административной на рыночную экономику. И в сравнении, например, с той же Российской Федерацией, за тот же период курс рубля изменился более чем в 50 раз. Все мы помним, как в 2015 году и в начале 2016 года национальная валюта стран Центральной Азии достаточно резко ощутимо изменила курсы по отношению к американскому доллару. Больше всего девальвировал казахстанский тенге, после него узбекистанский сум. Нацвалюта этих двух стран подешевела до конца 2015 года в 2 раза. Россия – гигантский рынок труда для мигрантов. В 2015 году западные санкции, российские контрсанкции и падение цен на сырье загнали экономику России в кризис, а курс местной валюты обрушается вслед за рублем. Тогда это сказалось на доходах граждан Кыргызстана, работающих в России. Объем денежных переводов трудовых мигрантов сократился. Если раньше рубль стоил около 1,5 сомов, сейчас чуть больше 1 сома. На формирование курса играют ожидания участников рынка, ожидания населения, уровень сбережений в иностранной валюте. Играют факторы, наверное, последние, это не секрет, наверное, то, что Кыргызстан зависим от денежных переводов. В этом смысле, когда мы говорим в особенности о наличном курсе, о наличном рынке, то динамика последних нескольких лет, когда мы наблюдали снижение денежных переводов, она тоже нашло отражение на спросе и предложении на наличную валюту. И тот фактор, то, что, допустим, со второй половины прошлого года мы видим рост денежных переводов, рост практически около 20%.
То есть это все сыграло на стабилизацию. Сравнительно с национальными валютами соседних стран кыргызский сом держится более стабильно. Их валютный шок влияет на экономику Кыргызстана и на обменный курс валюты соответственно. По внешнеторговому обороту у нас среди всех стран мира на первом месте стоит Россия. Казахстан также является одним из основных торговых партнеров, поэтому экономическая ситуация в этих странах, изменение курсов их валюты будет не прямо, но косвенно влиять и на нашу валюту через экспортно-импортные отношения. Для того, чтобы приспосабливаться к тем изменениям, которые там происходят, мы должны реагировать. Это происходит в том числе через валютный курс. Это не означает, что у нас механическая связь, то, что происходит в России, автоматически должно происходить у нас. В зависимости от характера этих изменений в России, с чем это связано, мы должны реагировать, и рынок наш реагирует. И, наверное, для этого показателем является то, что многие события последних лет, в особенности в 2015 году, динамика российского рубля и тенге определялась, с одной стороны, ценами на основные товарно-сырьевые позиции, которыми данные страны оперируют. С другой стороны, наверное, и политический фактор, связанный с введением санкций, с давлением на Российскую Федерацию, это все оказывало давление, поэтому мы понимаем, что Кыргызстан в этом случае должен сохранять свою позицию. То есть изменение цен на нефть, оно не должно иметь на нас прямое влияние. Факт, что движение капитала в случае с некоторыми странами ограничено, тоже не должно иметь на нас прямое влияние. Конечно, косвенно имеет влияние, но не прямое. Поэтому, соответственно, и в 2015 году, если динамику кыргызского сома по отношению к тенге и рублю смотреть, у нас разная динамика. И на сегодняшний день я могу сказать о том, что та цель, которую преследовал Национальный банк, мне кажется, она оказалась правильной. Сейчас показывает история, так скажем. Тогдашний курс Национального банка был обоснован, чтобы удерживать под контролем инфляцию. В целом, Национальный банк хорошо справляется с задачей надзора за банковским сектором, считают эксперты. С момента введения до сегодняшнего дня национальная валюта Кыргызстана сохраняет свою устойчивость. Сом в период с 2010 по 2016 год оказался одной из самых стабильных и надежных валют среди стран СНГ.